Бисмиллахи рахмани рахим. Ва саллаллаху аля набийна Мухаммаду ва аля алихи ва сахби аджмаин ва ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Альхамдулилля, альхамдулилля, альхамдулилля. Мы воздаем безграничную хвалу Аллаху за эти исторические события, которые мы сегодня наблюдаем на землях Шама, масштабы и значения которых нам пока сложно до конца осознать. Народ Сирии, мусульмане, проявили стойкость и терпение перед лицом тирании. Они не сдались и не покорились, и с честью прошли суровые испытания, за что Всевышний Аллах их вознаградил. Сегодня мы наблюдаем, как сносятся памятники и истуканы тирании. Мы наблюдаем, как люди ликуют и радуются. Народ Сирии бережно относится к имуществу, освобожденному от узурпаторов. Нет беспорядков, разрушений, массовых мародерств. Это знамение для всех нас, что люди ощущают себя настоящими хозяевами своей земли, освободителями, а не захватчиками и тиранами. Мы воздаем безграничную хвалу Аллаху за это великое событие и молим Его укрепить народ Сирии на истине. Мы также просим Всевышнего, чтобы Он сокрушил сердца тиранов и угнетателей по всему миру. Это событие уже стало ударом для многих из них, начиная с российского диктатора Путина. Сегодняшние события в Сирии служат ясным знамением для всех, кто притесняет свои народы и утешает себя ложными выборами с 95 и выше процентной поддержкой. Как мы знаем, Асад, объявивший себя победителем на выборах с более чем 95% поддержкой, теперь вынужден бежать из Сирии. От его поддержки не осталось и следа. Этот урок для кавказских манкуртов и предателей, марионеток Кремля. Режим, который вы поддерживаете сегодня, тоже рухнет с дозволения Аллаха. И когда это произойдет, вы будете вынуждены униженно бежать, став врагами и предателями собственного народа. Мы просим Всевышнего Аллаха помощи и поддержки и надеемся, что это знаменательное событие в Шаме станет началом конца всех тираний и освобождения всех угнетенных людей во всех уголках земли. Вальхамдулиллахи раббил алямин.